Добрый день, уважаемые коллеги. Коми Республиканский институт развития образования продолжает линейку республиканских семинаров для педагогических работников, осуществляющих классное руководство в образовательных организациях Республики Коми, а также для заместителей руководителей по воспитательной работе. Сегодня нас с вами ожидает очень интересная тема. Это технологии вовлечения обучающихся в волонтерскую деятельность и социальные проекты. С нами сегодня будут работать наши коллеги. Подключаются к нам наши федеральные партнеры. Елена Викторовна Арсланова, руководитель школы исследователя Корпоративного университета Российского движения школьников. Она расскажет нам о психологических аспектах организации волонтерского движения. Действительно, мы с вами должны учитывать не только возрастные особенности, но и психологические аспекты при организации волонтерского движения, как вовлекать граждан разного возраста, как вовлекать обучающихся разных классов в волонтерское движение. Об этом как раз мы с вами и узнаем от Елены Викторовны. Сегодня с нами в студии присутствует Ольга Григорьевна Медведева. Прошу показать. Ольга Григорьевна Медведева, начальник Центра детских инициатив Республиканского центра детей и молодежи, председатель регионального отделения Российского движения школьников Республики Коми. Ольга Григорьевна наш давний партнер, и сегодня она осветит возможности организации дистанционного участия в волонтерской деятельности обучающихся образовательных организаций. С нами сегодня в студии Анастасия Павловна Ликанова, специалист по работе с молодежью Российского детско-юношеского центра. Анастасия Павловна является региональным координатором Российского движения школьников в нашей республике. Она расскажет о том, какие федеральные проекты Российского движения школьников направлены на развитие волонтерской деятельности в образовательных организациях Республики Коми сегодня реализуются, и в каких проектах вы со своими ребятами сможете принять участие. Также к нам подключится Наталья Сергеевна Шабалина из гимназии номер 2 города Инты, нашей опорной школы. Она представит как раз опыт организации волонтерской деятельности как механизм сплочения классного коллектива. И в завершении Анастасия Николаевна Игнатьева, методист Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности нашего института, представит вам алгоритм процесса вовлечения обучающихся в волонтерское добровольческое движение. Уважаемые коллеги, сегодня очень интересные вопросы предложены для обсуждения. Пожалуйста, будьте активными, задавайте свои вопросы в чате, можете задавать свои вопросы во вкладочке «Вопросы». Есть богатые возможности непосредственно с нашими коллегами поработать. Поэтому, пожалуйста, эту возможность используйте. Желаю вам всем успешной и активной работы и, конечно, применить те знания, которые сегодня вам будут представлена ту информацию в своей образовательной практике. Успехов! Передаю слово Анастасии Николаевне для введения нашего сегодняшнего республиканского семинара. Спасибо, Марина Анатольевна. Ну что ж, уважаемые коллеги, я бы хотела попросить присоединиться к нам Елену Викторовну. Елена Викторовна действительно поделится с нами теми возможностями вовлечения волонтерскую, добровольческую деятельность школьников, которую представляют на российском федеральном уровне. Елена Викторовна, просим вас подключиться. Да, все хорошо. Елена Викторовна, вы на связи? Замечательно. Подключайтесь. Елена Викторовна, еще раз попробуйте, пожалуйста, подключиться, если не сложно. Пока вас не видим, сейчас ожидаем подключения. Ну нет, мы вчера тестировали, проходили успешно. Елена Викторовна, попробуйте, пожалуйста, что-то сказать, чтобы мы вас услышали, если не сложно.
Еще раз, Елена Викторовна, давайте. Ага, вот появляется окошечко. Вот, замечательно, Елена Викторовна, мы вас видим и слышим. Здравствуйте. Спасибо. Можно один, если все видно, слышно. Замечательно. Рада вас приветствовать от имени Корпоративного университета Российского движения школьников, от руководителя университета, кандидата педагогических наук Елены Анатольевны Белорыбкиной. И сегодня мой вопрос будет посвящен психологическим аспектам организации волонтерского движения. Волонтерство в школе в настоящее время набирает все большую популярность. В каждом учебном заведении России есть дети и подростки, желающие оказать помощь и поддержку нуждающимся людям. Развитие волонтерского движения требует от педагогов готовности к его организации, предполагает ответы на вопросы, что мотивирует детей и подростков заниматься волонтерской деятельностью, что необходимо учесть педагогу при проектировании программы развития волонтерского движения в школе, какова логика достижения воспитательных результатов, обучающихся в условиях волонтерской деятельности. Вот эти и другие вопросы я постараюсь осветить в своем выступлении. В дословном переводе волонтер означает доброволец. И стать таким добровольцем может любой человек, достигший 14-летнего возраста, с письменного согласия родителей. Однако в социальную волонтерскую практику дети включаются гораздо раньше, в разнообразных ее проявлениях. Коллеги, есть проблемы с техническим сопровождением? У всех проблемы есть или не у всех есть проблемы? Все хорошо? Угу. Продолжаем тогда, да? Там, наверное, сопровождение поможет, может быть, перезагрузить страницу или выйти на рекомендуемый браузер. Так, итак, Российское движение школьников предлагает включиться в волонтерскую деятельность по 4 направлениям. Это гражданская активность, это личностное развитие, это информационно-медийное направление и военно-патриотическое. В изучении феномена волонтерства психологов привлекает внимание прежде всего личностное качество волонтеров, условия привлечения детей и подростков в волонтерскую деятельность, мотивы самой деятельности. И вот, пожалуй, проблема мотивации является одной из ключевых проблем, когда речь идет о волонтерской деятельности. В отечественной школе психологии мотивация тесно связана с семантической стороной деятельности, с ее смыслами. Развитие смыслов – это всегда продукт развития мотивов, говорил Леонтьев. И личностными смыслами наделена деятельность даже очень маленького ребенка. Они присущи каждому человеку. Нет бессмысленной деятельности. Деятельность всегда имеет смыслы для каждого человека. Какие же смыслы, личностные смыслы можно выделить? И какова классификация личностных смыслов? Ну, первое – это витальные смыслы. Слово «витальные» в переводе «жизнь», жизненные смыслы. И они связаны с жизнью ради жизни. Это смыслы выживания, это смыслы жизни ради удовольствия, ради приятного времяпровождения, ради получения положительных эмоций,
Вторая группа личностных смыслов – это социальные смыслы. И они тоже присущи, особенно подросткам. Это смыслы, связанные с общением, с коммуникацией, с любовью, с дружбой, с другим человеком, карьерой, профессионализмом. И определяют вот такое вот социальное действие. Идеальные смыслы – жизнь ради познания, ради самосовершенствования, ради творчества, ради большой социальной группы, патриотизм, гражданственность. Все это относится к идеальным смыслам. И нельзя утверждать, что у детей и подростков, включенных в волонтерскую деятельность, представлены только идеальные смыслы. Мотивация к добровольческой деятельности – это скорее сплетение различных мотивов. Психологи выявили различия мотивов волонтерской деятельности. Так, например, мотив молодежи связан с желанием попробовать себя. У людей среднего возраста волонтерство помогает в самореализации, а у волонтеров старшего возраста доминирует мотив сострадания, заботы и милосердия. Мотивы тесно связаны с направлениями волонтерской деятельности. Они тоже разные, да, у нас есть. И поэтому здесь ключевую роль играют интересы, склонности, задатки, направленность личности самого ребенка, самого обучающегося. Успешность формирования мотивации заключается в том, чтобы волонтерская деятельность помогала человеку совместить личностные потребности, личностные интересы, склонности, предпочтения с потребностями общества. Рассматривая феномен волонтерства, исследователи говорят о просоциальном поведении. Просоциальное поведение всегда связано с альтруизмом. Одним из ключевых оснований, которые входят в мотивацию волонтерской деятельности, является альтруизм. В основе альтруизма лежат мотивы морального долга и морального сочувствия. Две группы мотивов – моральный долг и моральное сочувствие. И, соответственно, мы можем выделить подростков с мотивами морального долга. Как правило, это авторитарные, сильные личности, характеризуются повышенной моральной ответственностью, альтруистическими поступками. Совершают они эти поступки ради гордости, ради повышения самооценки. При этом к объекту помощи они относятся по-разному, порой даже негативно. Подростки с мотивами морального сочувствия проявляют альтруизм в связи с переживаниями эмпатии. Они более мягкие, более покладистые, можно так сказать, сострадательные. Чувство присоединения, отождествления с объектом заботы. Но не всегда у этих подростков эмоции выливаются в действие. Действие помощи, действие поддержки. То есть иногда сострадание остается просто состраданием. И вот здесь посмотрите, уважаемые коллеги, очень важно одним помогать, развивать эмоциональную вот эту сторону, эмпатию, сострадание, учить осознавать свои чувства, которые они испытывают. А второй группе подростков очень важно, наоборот, развивать волевые качества личности, да, какие-то желания доводить начатое до конца, желание действовать, планировать свою работу. Но если говорить о мотивации, то очень важно, чтобы мотивация имела положительное подкрепление. И это, конечно, одобрение со стороны взрослых. Это ощущение включенности ребенка в значимое общественно полезное дело.
И здесь очень важно, чтобы та работа, которую мы предлагаем детям в качестве волонтерской, влекла за собой реальные изменения, чтобы дети это видели, что своими делами они меняют жизнь к лучшему. При отсутствии одобрения со стороны других людей, при отсутствии возможности для удовлетворения своих и учебно-профессиональных потребностей, потребностей в самореализации, мотивация к волонтерской деятельности, конечно, снижается. Поэтому очень важно, как коллектив педагогов в целом реагирует на волонтеров, как реагируют родители на то, чем занимаются дети. Для разработки программы школьного добровольчества, вовлечения обучающихся в добровольческую деятельность, формирование и развитие мотивации необходимо придерживаться логики формирования ценностного отношения к деятельности. И логика здесь такая же, как и логика в процессе обучения, но логика в процессе обучения нам чаще бывает более понятна, нежели логика достижения воспитательных результатов. То есть 3 уровня достижения воспитательных результатов на экране перед вами есть. Это первый уровень, социально значимые знания. Прежде чем формировать отношения, прежде чем формировать опыт самостоятельного социального действия, необходимо определенное знание. Вот это первый уровень результатов. Как правило, он достигается в начальной школе. И хотя нельзя игнорировать и другие уровни, да, то есть вот иногда и дети начальной школы выходят и на второй порой уровень этих результатов. Второй уровень воспитательных результатов – это социально значимые отношения. Они тоже формируются определенными формами воспитательной работы. Здесь вот есть на слайде есть примеры проектов российского движения школьников для достижения первого уровня результатов, для достижения второго уровня результатов и для достижения третьего уровня результатов, который представляет собой социально значимый опыт. Вот такая логика достижения воспитательных результатов, по сути дела, она должна быть заложена в любую программу воспитательной работы. И, в общем-то, коллеги, здесь не важно, это программа развития волонтерского движения, это программа внеурочной деятельности, либо это программа дополнительного образования детей или рабочая программа или планы работы классного руководителя. Нельзя нарушать логику в данном случае, потому что нарушение логики, конечно, ведет к чему? К отсутствию просто-напросто результатов воспитательной работы. Вот. Но хочу сказать, что очень часто, я сейчас тоже являюсь экспертом конкурса ежедневно с РДШ, очень много работ у нас посвящено первому уровню достижения результатов, социально значимые знания. Вот. И не так много работ, в общем-то, и разработок посвящено 2 другим уровням. Обратите, пожалуйста, на это внимание при формировании программ воспитательной работы. Каков же алгоритм работы, алгоритм включения детей, развития добровольческого движения в школе? Вот этот алгоритм основан на той логике, о которой я говорила выше, но он несколько расширен. Первое – это знакомство с добровольчеством, первый уровень воспитательных результатов, знания. Второе – это мотивация и формирование позитивного отношения к добровольческой деятельности, это второй уровень отношения. Третье – практическое участие, это опыт самостоятельной деятельности.
Но здесь еще очень важные 4-е и 5-е шаги закрепления успешного опыта и создание поддерживающей среды для того, чтобы мотивация детей сохранялась и волонтерское движение развивалось в образовательной организации. Давайте мы с вами рассмотрим по уровням и по этапам работы. На первом этапе работы классные руководители проводят информирование обучающихся о добровольчестве, волонтерской деятельности. И здесь формами работы являются этические беседы, встречи с интересными людьми, квесты, квизы. Результатами являются сформированность знаний детей о волонтерской деятельности, о добровольческом движении, задачах, направлениях, возможностях и решениях проблем. Как корпоративный университет может помочь педагогам в организации вот этого первого этапа работы? На слайде есть полезные ссылки. Все ссылки активные, все ссылки действующие. Вы можете по ним зайти и посмотреть любой материал. Что же здесь есть? Ну, первая ссылка – это школа исследователя. Ссылка на сайт корпоративного университета, на вкладку «Школа исследователя». Научный руководитель Елена Анатольевна Белорыбкина этого направления. И здесь в помощь педагогам представлены методические разработки участников школы исследователя по формированию у обучающихся знаний о волонтерской деятельности. Вы здесь можете увидеть мастер-классы разработки. Кроме того, обращаю ваше внимание, что здесь представлена примерная рабочая программа по воспитанию, которую вы можете скачать и воспользоваться. Рабочая программа разработана в логике формирования ценностного ряда, в логике достижения личностных результатов. Она сделана на основе содержания проектов и мероприятий Российского движения школьников. Ну и очень много, конечно, у нас учителя сейчас пишут программ, рабочих программ по разным предметам, в том числе вот и рабочие программы по внеурочной деятельности. Здесь есть конструктор. Первая ссылка, то, о чем я говорю, в школе исследователей есть конструктор, разработанный для вас, рабочих программ по внеурочной деятельности с 1 по 11 класс по всем 5 направлениям. Смотрите, там выстроены цели, там выстроены задачи, там выстроены результаты внеурочной деятельности по всем направлениям. Ну и показано, как может строиться проекты и мероприятия Российского движения школьников вот в это направление. Ну и в конце концов, здесь еще есть конструктор программ дополнительного образования детей. Кто занимается этим, тоже будет вам интересно посмотреть на него, использовать в своей работе. Все легко скачивается, и вы можете его использовать по 5 направлениям, все кроме технического направления там представлены, потому что Российское движение школьников не занимается техническим направлением вот так прямо активно, с 1 по 11 класс. Готовится конструктор для планов, разработки планов рабочих программ классных руководителей. Мы думаем, что к концу мая он появится тоже по этой ссылке. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Как я уже говорила, очень важно, чтобы родители были вашими союзниками, чтобы родители понимали значимость и важность участия ребенка в волонтерской деятельности. Поэтому здесь есть полезная ссылка, материал для родителей, называется он так, «Как приобщить ребенка к добрым делам».
Это как раз вот вторая ссылка. Кроме того, если вы будете проводить обучающие какие-то занятия для детей по волонтерской деятельности, вы можете воспользоваться кратким справочником по добровольческому движению и волонтерской деятельности. Он тоже по этой ссылке, по третьей ссылке вы можете выйти и его увидеть. Ну и в конце концов есть такой обучающий замечательный курс «Как поддержать деятельность добровольческого отряда». Рекомендован он и для родителей, и для педагогов, и для вожатых. И, в общем-то, лидеры добровольческого движения, активисты, они тоже вот с удовольствием учатся на нашем курсе, который представлен на сайте корпоративного университета. На втором этапе работы для развития волонтерского движения в школе необходима психологическая поддержка. И замечательно, если на этом этапе работы включится психолог. Почему? Потому что здесь нужны опросы, консультирование обучающихся для помощи в определении собственных интересов, склонностей, особенностей развития личности, личностных качеств, например, таких как лидерство, произвольность, эмпатия, на основании которого педагоги помогают обучающимся сделать выбор в определении направления деятельности. Развитие личностных качеств, необходимых для того, чтобы заниматься волонтерской деятельностью. На данном этапе психолог может проводить социально-психологические тренинги, индивидуальное консультирование школьников. И задачами работы психолога являются выявление личностных мотивов, смыслов деятельности, направленности личности и соотнесение их с различными видами добровольческой активности. Задача педагога это заключается в том, чтобы создать такой определенный актив волонтеров, организовать интересный досуг, общение, приобретение новых знакомств, взаимодействие с единомышленниками, чтобы учащиеся могли реализовать собственные замыслы, общественное признание, получили первое общественное признание. Все это будет способствовать формированию мотивации школьников к добровольческой деятельности. Результатом второго уровня является формирование социально-ценностного отношения к волонтерской деятельности. На этом этапе используются, обратите внимание, другие формы работы, потому что для достижения результата второго уровня нужны уже проблемно-ценностные дискуссии, нужны социальные, культурные акции, организационные, деятельностные, деловые игры. И я опять же хочу обратить ваше внимание на вкладку «Школа исследователя», где приводятся примеры таких игр, и есть мастер-классы, которые вам позволят. Также у нас есть контент-агрегатор ежедневно с РДШ, где тоже представлены разработки в этом направлении. На третьем этапе работы для формирования позитивного опыта педагоги используют, опять же, обратите внимание, другие формы работы. Это уже будет непосредственно социальные действия, концерт, спектакль для социально незащищенных групп людей, подготовка социальных проектов различных и реализациях, конечно, в различных направлениях. То есть такой третий этап, вот можно назвать такой практически деятельностный этап. Как будет проходить, как у вас будет организована программа и работа по этапам? Или это будет программа одного года, или это будет программа, рассчитанная на более длительный срок? Я думаю, конечно, это будет зависеть от ваших ресурсов, возможностей.
от особенностей обучающихся, потому что я вижу, что разные школы есть, и дети, соответственно, разные. Есть дети из ОВЗ, и дети, которые учатся в лицеях, гимназиях. Поэтому, конечно, как вы спланируете эту работу, уже исходя из своих условий. На 4-м этапе, да, по поводу вот 3-го этапа, конечно, хорошо, если школа все же включена в российское движение школьников. И здесь есть замечательные проекты, в которые дети могут включиться. Я думаю, что мои коллеги дальше о них расскажут подробнее. Это проект, который любят и дети, и учителя. Это «Добро не уходит на каникулы», «На старт экоотряд», «Лига решений», РДШ «Территория самоуправления» и многие другие. Именно благодаря вот этим проектам дети могут приобрести опыт самостоятельной социальной деятельности. На 4-м этапе закрепление успешного опыта и структурно-организационное оформление детской инициативы. Конечно, цель этого этапа – это создание добровольческого отряда в школе. И здесь очень важно ответить на ряд вопросов, ответить вместе с детьми, ответить, наверное, всем коллективам педагогов, как будет функционировать наш добровольческий отряд, каким он будет, постоянным или ситуативным, как часто мы будем собираться, какой состав участников будет представлен, из каких классов пойдут дети. Какова структура этого отряда? Или он будет разбит на рабочие группы? Или он будет, какова его будет подчиненность и взаимодействие с другими учащимися? Сколько педагогов будут обеспечивать работу отряда? Какими нормативными документами в школе будет регламентирована деятельность отряда? По каким направлениям деятельности будет осуществляться волонтерство? Как будет организована деятельность рабочих групп? Какой будет имидж отряда? Ну вот самые основные вопросы, которые следует обсудить и ответить, прежде чем создавать волонтерский отряд. Но здесь очень важно, чтобы проводилось обучение с детьми-волонтерами, потому что обучение – это всегда приобретение новых навыков, новых знаний, они им будут необходимы, они выходят в самостоятельное социальное действие. И опять же, вы знаете, что, например, кто состоит в движении, российского движения школьников, то «Добро не уходит» в проекте «Добро не уходит на каникулы» есть совершенно замечательный курс обучения для детей, для поддержки, для развития добровольческой деятельности. Очень важно, чтобы на этом этапе было организовано взаимодействие, хотя бы самое минимальное, с другими добровольческими отрядами, с другими волонтерами, и причем разных уровней. На 5-м этапе, 5-й этап – это создание поддерживающей среды. Очень важно, чтобы деятельность отряда поддерживалась всеми педагогами школы, администрацией школы, она была поддержана и она была интересна. Очень важно, чтобы были установлены партнерские отношения с другими волонтерскими центрами, с другими организациями, партнерами, которые бы помогали в продвижении волонтерских проектов. Построение программы волонтерской деятельности в школе по рассмотренному алгоритму с учетом логики формирования ценностного отношения, с учетом поддержки, мотивации, я думаю, что принесет положительные результаты. И дети на самом деле не только они будут у вас волонтерами активными, но и
получат удовольствие от той деятельности, которой занимаются, приобретут смыслы. И, конечно, это прекрасный способ достижения воспитательных результатов. На этом я бы хотела завершить свое выступление. Мы приглашаем к сотрудничеству педагогов. У нас есть интересные лекции на сайте, открытые лекции, есть материал, ну, в частности, есть различные рубрики, педагогический журнал, где разнообразные статьи мы печатаем в помощь педагогам. Коллеги, спасибо вам за внимание. Если у вас есть вопросы, я готова на них ответить. Спасибо. За содержательное повествование и действительно подробный рассказ о деятельности российского движения школьников. Вопросов пока у наших коллег не возникает, все достаточно подробно и очень детально освещено. Если будут вопросы, мы вам их переадресуем, да, посредством электронной почты и посредством чата, который у нас работает для классных руководителей на портале классных руководителей. Уважаемые коллеги, а мы продолжаем работу нашего семинара. И сейчас слово предоставляется Медведевой Ольге Григорьевне, начальнику Центра детских инициатив Республиканского центра детей и молодежи, председателю регионального отделения Российского движения школьников Республики Коми. Ольга Григорьевна, как заметила Марина Анатольевна, наш давний партнер и всегда сотрудничает с организацией Коми Республиканского института развития и образования и отзывается на ваши запросы, уважаемые классные руководители. Ольга Григорьевна представит доклад организации дистанционного участия в волонтерской деятельности обучающихся образовательных организаций и представителей педагогического сообщества и социальных партнеров в системе региональных событий Российского движения школьников в Республике Коми. Ольга Григорьевна, вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, что со многими из вас мы встречаемся уже не впервые. На самом деле региональное отделение Российского движения школьников на протяжении всего периода деятельности нашей активно сотрудничает с Институтом развития образования. У нас есть бесплатные курсы на сайте Института развития образования, и все события, адресованные педагогическому сообществу, обязательно мы проводим с участием специалистов Института развития образования. Я бы сейчас хотела вам продемонстрировать, как мы используем на практике возможности дистанционного вовлечения детей и педагогов в события, региональные события Российского движения школьников. И покажу это на конкретных примерах, как мы это делаем. Я прошу вывести на экран группу РДШ Коми. Группа ВКонтакте РДШ Коми. Если вас еще в этой группе нет, было бы неплохо, чтобы вы посмотрели, потому что сейчас будет в чистом виде яркий красочный пример, как мы используем платформу интернета, популярную в нашей аудитории школьников в сообществе ВКонтакте, для того, чтобы в дистанционном формате дети принимали участие в добровольческой деятельности. Так, смотрите. Группа Российского движения школьников модерируется целиком и полностью группой детей, которые проживают на территории совершенно разных муниципальных образований. У нас есть такой чат ВКонтакте, где мы как раз вот распределяем обязанности. Я бы попросила показать контакты в группе. Значит, если мы листаем сейчас, то справа. Ага, контакты внизу. Смотрите, 7 контактов. Мои данные, Анастасия Ликановой. Дальше Матвей Гибедулин, молодой человек, который в 10 классе Овеческой средней школы является главным редактором нашей группы. В нашей группе сейчас находится почти 7,5 тысяч участников. Дети, взрослые, педагоги, коллеги из других регионов. Яна Булгакова – это лидер Большого детского совета. Совершенно очевидно, что она тоже должна иметь доступ на группу Российского движения школьников, которая создана для школьников и как площадка выступает для развития
различных направлений деятельности именно участников российского движения школьников. Настя Савина, лидер информационно-медийного направления. Если двое наших ребяток, Матвей и Яна, находятся в Агьячево, Настя Савина находится у нас в Устильме. Вот. И если еще вниз посмотреть, то мы увидим еще двух членов Большого детского совета. Это... Есть там еще, можно посмотреть, да? Значит, еще у нас в составе Большого детского совета Никанор Толстых, лидер военно-патриотического направления. Никанор живет в Воркуте и организует дистанционную деятельность, я продемонстрирую. Даша Витязева, лидер направления личностное развитие. Даша проживает в Вильгарте. Итак, мы можем сейчас вернуться на новостную ленту нашей группы и увидеть публикации, которые были сделаны вот в течение всего этого времени. Честно вам скажу, доступ административный есть не только у меня и у Анастасии Ликановой как координатора, у детей, которые занимают руководящую должность в Большом детском совете. Вот. Все новости, которые выпускаются на нашей группе, это новости, которые модерируются Большой детской редакцией. Здесь у нас рубрики каждый день в 8 часов. У нас рубрика «Доброе утро», которую делают две девочки. Они проживают в разных совершенно населенных пунктах. Их координирует Анастасия Савина, лидер направления. Если вы посмотрите вот сейчас на экране, давайте мы остановимся. Значит, вот один из последних постов, автор которого Снежана Игнатова. То есть, посмотрите, авторы новостей, которые публикуются на группе РДШ.коми, это тоже дети. И одно из правил публикации новостей на нашей группе, есть определенные правила, хэштеги, текст, смайлики, фотографии, качество. Первое правило, еще до хэштегов и нейтральных смайликов, это обязательно новость должна быть предложена, написана и предложена ребенком. Здесь как раз ребята пробуют свои силы, как волонтеры, юные журналисты пробуют свои силы в медийном направлении. Это очень важно, чтобы дети именно в школьном возрасте поняли, их это путь или не путь, или не их путь, и могли таким образом развивать свои навыки журналиста, находясь совершенно в разных уголках нашей республики. Есть у нас некоторые исключения из правил. Если, предположим, ребенку еще, у нас в российском движении школьников дети с 8 лет, если ребенку 8-9 лет, 10, понятно, что у него не может быть ВКонтакте, правильно, чтобы не было у него группы ВКонтакте, не группы, странички своей ВКонтакте, рекомендуется организаторами, чтобы в лучшем случае не раньше 14 лет. Так вот, новость может быть предложена воспитателям или классным руководителям или родителям. Для этого нужно обязательно указать автора новостей. То есть, продемонстрировав данную группу, я могу сказать, что это площадка для того, чтобы ребята реализовали свои способности в творческом развитии, пробовали свои способности в медийном направлении. Это вот как одна из площадок. Еще одна площадка, почему я заговорила о Большом детском совете. Значит, Большой детский совет каждый год избирают дети на слете, либо в Гренаде в октябре у нас проходят слеты, либо на слетах. Последний слет у нас был в онлайне. Онлайн-лагерь был, которым мы заместили лагерь, смену профильного РДШ. Что у нас происходит еще с Большим детским советом? Во-первых, дети дистанционно могут очень много всяких разных интересных вещей сделать. Например, у каждого лидера направления, лидера, вы понимаете, избирают дети, у каждого лидера направления, он формирует после его избрания на республиканском слете, он формирует свою рабочую группу, то есть у каждого нашего лидера есть чат ВКонтакте. Понятно, что мы взрослые тоже там находимся. И дети в этот чат вступают из совершенно разных населенных пунктов. Это обязательно, если это Никанор Толстых, он формирует как раз такой чат, команду активистов своего направления военно-патриотического. Также поступают у нас лидеры медийного направления, личностного развития, гражданской активности. И ребята на платформе интернета тоже создают совершенно разные активности.
Давайте мы сейчас посмотрим последнюю новость, которая была предложена. Я продемонстрирую, что конкретно делают наши дети. Вот, например, смотрите, давайте откроем эту новость. Значит, нарисуй Землю из космоса. Если я не ошибаюсь, то это как раз региональная активность, которую придумали дети Большого детского совета Республики Коми. Она придумана к Дню космонавтики. Текст, да, тут скрыт автор, поэтому могу смело утверждать, что этот пост, эта активность была разработана детьми. Значит, условия активности, текст разрабатывают сами дети. Есть у нас дизайнеры, в данном случае вот заставку, открытку сделала у нас Настя Савина, да? Вот, Настя Савина у нас еще и дизайнер нашей группы. Если мы посмотрим баннер нашей группы РДШ Коми, то баннер наверху можно показать, да? То баннер наверху, вот, то баннер тоже делали наши дети. Здесь такой коллаж из фотографий 3 последних самых больших наших мероприятий Российского движения школьников. Эта платформа очень хорошо используется с детьми, и с большим удовольствием наш Большой детский совет, Большая детская редакция публикует новости, предложенные на нашей группе. Если 2 года назад, 3 года назад были очень разные новости, очень много было ошибок, несоответствий по хэштегам, фотографиям, то сейчас более-менее выравнивается, и дети не просто публикуют, нажимают кнопочку «Публиковать новость», значит, дети еще зачастую связываются, выпускающие редакторы, они связываются с автором новостей для того, чтобы автор предложенной новости освоил те правила, которые у нас есть на группе, и в следующий раз предлагал новости о событиях, которые в той или иной школе проходят непосредственно уже в соответствии с правилами. Вот таким образом дети еще не просто реализуют свои способности организаторские, значит, медийные, творческие, но еще и выступают как наставниками, независимо от возраста, совершенно разной категории авторов, которые предлагает нашу группу эти события. Следующее, что бы хотела сказать, одно из мероприятий, которое используется в Российском движении школьников как площадка для того, чтобы дети, как волонтеры, могли реализовать свои потребности, помочь кому-то, быть услышанным, увиденным организатором. Я бы предложила сейчас тоже на этой группе видео, раздел видео. Здесь можем не открывать, просто показываю. Мышкой можем проиллюстрировать. Смотрите, тут очень узнаваемые открытки. Ольга Севастьянова, Ольга Петрова. Наверху у нас можно посмотреть Наталья Якимова, министр образования. Значит, смотрите, это открытки всероссийского проекта «Классные встречи». Как правило, эти встречи организуются по техническому заданию, едиными для всей страны. И, как правило, эти встречи ведут наши дети. Классные встречи проводятся не только региональным советом, но и в муниципалитетах. Вот, например, классная встреча, вот там 11 205 просмотров месяц назад. Эта встреча у нас была в феврале. Вот как раз встречу с военным летчиком, участником войны в Афганистане, Владимиром Туровым проводит Дмитрий Глуханич. Наверху классная встреча с Сафроновой Анной. Эта классная встреча тоже проводит девочка, проводит на площадке молодежного центра города Сыктывкара. Прям вот в чистом виде дети как используют площадку. Да? Если чуть ниже посмотреть, Елена Васильевна Козлова, юношеская библиотека, классная встреча, 7915 просмотров. Это классная встреча. Здесь эту классную встречу тоже ведет молодой человек, учащийся гимназии Пушкина, Арсений Сашко. Значит, в том числе, значит, это речь идет о ведущих проекта «Классные встречи». Вот здесь же видно мастер-класс, как написать посты в социальных сетях. Матвей Габидуллин, лидер гражданской активности и главный редактор нашей группы, он выступает с мастер-классом. То есть своего рода преподавательская деятельность тоже могут дети здесь выступать.
Теперь дальше. Теперь давайте мы в этой группе вернемся. Я демонстрирую группу, потому что это очень удобно, все открыто, все понятно, все прозрачно. Давайте мы сейчас посмотрим на статью, продемонстрируем как раз конкретно события, которые провели и организовали, в том числе дети. Еще ниже статья называется «Завершилась онлайн-смена РДШ». Не будем открывать, давайте не будем открывать. Коллеги, когда вы послушаете, вы можете открыть и почитать. Значит, смотрите, здесь завершилась онлайн-смена «Радуга РДШ». Это онлайн-смена, на которой наших детей Большого детского совета выбирали в Большой детский совет лидерами. Итоги зимнего фестиваля тоже тут статья. Вот зимний фестиваль как раз целиком и полностью разрабатывался детьми Большого детского совета. Если вы обратили внимание, то Большой детский совет – это 5 человек, представлены муниципалитетами Воркута, Устильма, Обьячево, Сыктывдинский район, Выльгард. То есть дистанционно ребята придумали много разных активностей, разработали викторины, проводили конкурсы, и непосредственно для проведения офлайн мероприятия, у нас участников, конечно, там было гораздо больше, когда у нас была онлайн-трансляция. Статью в данном случае, итоговую статью о том, как прошел фестиваль, посмотрели 420 человек, но онлайн-трансляция там, конечно, гораздо больше. Вот. И 2 человека, детей Большого детского совета, приехали провести саму офлайн-версию нашего зимнего фестиваля. Зимний фестиваль – это традиционное мероприятие, которое проводится на федеральном уровне в конце календарного года. И как раз, открыв эту статью, вы можете увидеть, что придумали дети, находясь в дистанционном варианте, каких ребят выявили. И что очень важно, когда дети, наш Большой детский совет придумывает различные активности в связи, в данном случае, с зимним фестивалем, они же понимают, что интересно их ровесникам, и придумывают очень интересные, востребованные школьниками активности. Здесь есть еще, конечно, вот День пожилого человека в Ардышакоме. Это тоже инициатива, которая проводится детьми. Ну, последнее, например, одно из последних событий военно-патриотического направления, они, ребята, командой придумывали викторину, онлайн-викторину, сами придумали викторину, сами сделали ее в Google формате, подвели итоги. Мы только региональным советом только успеваем доставать подарки для того, чтобы по республике передать. То есть, находясь в Воркуте, можно организовать группу ребят, которые хотят таким образом проявить свою активность, выступить организаторами самых разных вещей. Теперь, как все это дело фиксируется в добровольческом реестре, в добровольческой жизни наших ребят. Прошу вас показать сайт Добро. Покажу вам путь, который может сделать каждый из вас, уважаемые классные руководители, специалисты в образовательной организации. Совершенно тут все просто. На сайте Добро регистрируем нашу образовательную организацию, мы зарегистрированы региональным советом, заводим туда мероприятие, в котором нам нужна помощь. Одно из последних мероприятий, которое будет вот совсем недавно, но мы уже завели на сайт добро.ру, это наше мероприятие, называется «Медиаслет Засвети». Вот сейчас мы покажем. Вот, межрегиональный слет «Засвети», медиакоманда 11. Это проект, который получил грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов для физических лиц. Вы видите заставку, которую разработали дети Большого детского совета. Программа совершенно очевидно тоже с участием наших ребят. Разработана в 18-го участники заезжают. То есть для того, чтобы попасть на вот этот медиаслет, у нас приезжают ребята не только из Республики Коми, из 14 муниципалитетов, приезжают у нас ребята из Архангельской области, из Кировской области. Вот юные журналисты будут друг другу помогать постигать азы в медийном направлении. Всего приезжают 30 человек, 2 этапа конкурсного отбора. Изначально у нас было 60 с лишним участников, после первого тура стало 42, и вот сейчас приезжает у нас 27 детей на этот слет, и еще 5 человек у нас приезжают как эксперты.
И да, вот Михаил Владимирович Найден, организатор Российского движения школьников Республики Коми. Когда вы с почты регистрируете, вам приходит заявка, что организаторы увидели ваше мероприятие, через некоторое время приходит подтверждение или неподтверждение. Вот таким образом мы привлекаем волонтеров. Нам нужны волонтеры на площадке, значит, где ребята наши регистрируются, где проводят площадки с нашими социальными партнерами. Регистрируем, отсылаем заявки, подтверждаем, и после мероприятия нашего у ребят в волонтерской книжке электронной на этом сайте отражаются часы, сколько они поработали. То есть вы теперь видите, что можно в дистанционном формате поучаствовать, получить те же самые часы, либо в очном формате тоже это будет выражаться в часах. Это к разговору о том, как фиксируется активность волонтерская. Теперь немножко региональных проектов, которые мы не успели еще, и не каждое мероприятие заводим, но которых я не могу сказать. В понедельник, 19 апреля, исполняется 5 лет региональному отделению Российского движения школьников. Между собраниями, которые проводятся раз в 3 года, деятельность осуществляет на уровне принятия решений региональный совет. Так вот, 1 февраля на региональном совете, когда мы рассматривали вопрос о событиях, об активностях регионального отделения Российского движения школьников, мы рассматривали инициативы, связанные с разными направлениями в связи с 5-летием регионального отделения. Одно из предложений было добровольческая акция, называется «Крышки добра РДШ». Мы привлекли социальных партнеров, переговорили с фондом «Сила добра», с Коми Экофтором, с ресурсным центром добровольчества. И я очень надеюсь, что в вашей школе, в вашем городе, в вашем селе знают и слышали, используют хэштег «Крышки добра РДШ». Эта инициатива направлена на то, чтобы от 19 марта, за месяц до дня рождения регионального отделения, мы объявили эту активность, дети разрабатывали открытку. К 19 апреля собрать определенное количество крышек, ну, насколько это возможно, продолжить это, ну, некоторый такой итог провести 19 апреля, потом в следующий месяц до 19 мая, вы понимаете, причем тут 19 мая, День детских объединений. Цель одна. Чтобы наши детки во всех городах и районах собрали крышки, пластиковые крышки от различных емкостей, должным образом их обработали, прислали нам сюда, и когда мы все это оформим, все это Коми Экофтор примет, с участием фонда «Сила добра», с участием детей будут приобретены игрушки, настольные игры, даже скорее всего, настольные игры детям, которые находятся в республиканском центре, республиканской детской больнице. Решение, какие игры будут покупать дети, тоже будут приниматься вот активными участниками. Еще одной из региональных активностей с участием социальных партнеров в том числе я могу назвать проект «Моя республика. Моя вековая история. История судеб и поселений». Эта инициатива тоже была разработана в связи с 5-летием регионального отделения. Может быть, вы на нашей группе уже видели. Суть такая, значит, чтобы ребята сформировали команду, обязательно под патронажем, значит, с наставничеством педагога образовательной организации, с обязательным участием социальных партнеров, а именно мы предлагаем найти представителей Совета ветеранов, чтобы ребята рассказали в своей практической исследовательской работе о людях, которые своим ежедневным трудом на благо нашей республики делают историю нашей республики. Там у нас 2 номинации. Одна, значит, это люди нашей республики, вторая – это поселение. Больше рассказывать не буду, там у нас положение разработано. Этот проект мы доработали, и Матвей Габидуллин подал как раз на конкурс, всероссийский конкурс молодежных проектов. Очень хочется надеяться, что мы получим финансовую поддержку, и кроме вот такой огромной работы исследовательской, которую будут проводить ребята, чтобы школы, участники этого проекта, еще получили выставочные модули, брендированные. В данном проекте бренд мы планируем разрабатывать тоже с активными ребятами.
Еще буквально несколько слов. Очень много мы вещей делаем с юношеской библиотекой, разных проектов с офицерами России, с Роскомнадзором. Все это говорит о том, что вот в воспитательной работе без социальных партнеров совершенно невозможно, на мой взгляд, развить вот те социальные навыки, социальную активность, которые позволят ребенку после окончания школы или после обучения в школе, значит, активно участвовать в развитии нашего общества, улучшении того общества, в котором мы живем. Последнее событие, которое у нас вот через несколько дней будет, это республиканский слет. Называется «Успешные педагогические практики РДШ Коми. Опыт первого пятилетия». И как раз в рамках вот нашего семинара, будет он 19-20, мы приглашаем 30 педагогов, которые имеют успешный опыт организации, в том числе волонтерской деятельности со школьниками, и педагоги наши презентуют тот опыт, который наработан в образовательных организациях, в том числе в развитии волонтерской деятельности. Бесконечно могу рассказывать о российском движении школьников, и федеральной, и региональной, вот, но на этом, я думаю, что достаточно. Спасибо вам за внимание. Если есть вопросы, то, пожалуйста, напишите. Если нет, то звоните, пишите на сайте РДШ «Моя почта», телефон, группа ВКонтакте я вам показала, можно задавать вопросы в личных сообщениях. Спасибо большое. Здравствуйте еще раз. Уважаемые коллеги, мы продолжаем наш семинар. И хотелось бы озвучить те вопросы, которые прозвучали у нас от наших участников семинара. Ну вот с вопросом обратилась к нам Людмила Александровна, да, и на этот вопрос в чате ответила Елена Викторовна. Обратите внимание, да, вопрос был задан по возрасту, да, с какого возраста ученик может стать волонтером. И Людмиле Александровне Елена Викторовна ответила, что РДШ предлагает детям, да, с 8 лет включаться в эту работу в посильных видах деятельности. Я бы хотела на это обратить внимание, потому что тут тоже следом поступил комментарий от Людмилы Александровны, что в Ухте говорили о том, что уже можно привлекать ребят с 6 лет. Вот смотрите, если мы говорим о технологиях вовлечения обучающихся в волонтерскую деятельность, социальные проекты, то мы, конечно же, используем акции и проекты, начиная с дошкольного возраста. Да? То есть мы так или иначе включаем ребят и старшего дошкольного возраста в какие-то акции, то есть те же крышечки добра собирают в наших детских садах. Да? Понятно, что при участии и включенности родителей, чтобы родители тоже объясняли, помимо педагогов, да, ребятам, малышам, для чего это нужно, каким образом важно беречь нашу планету, да, и что такое экологическая обстановка, да, как мы ее охраняем, экологию Земли и так далее. То есть какие-то такие знания, да, мы предлагаем ребятам и закрепляем их вот этими акциями и проектами. Но если мы говорим о движении, да, и волонтерской деятельности, то это прежде всего основной принцип включения, да, в эту деятельность – это добровольничество. Да? То есть мы говорим о том, что это добровольная деятельность. И в самом деле, если говорить о тех уровнях, да, знаниевый компонент, потом уже отношения, да, у нас формируется социально ценностные отношения, и далее уже идет, то есть получается у нас уже есть мотивы и деятельность, которую организуют в большей степени уже ребята, близкие к старшим классам. Вот. И в отношении вот действительно волонтерских отрядов с ярко выраженной идеей, да, тут мы включаем все-таки уже больше ребят с 14 лет. Но если мы говорим об акциях и проектах, то есть и включенности, в том числе дошколят, да, в эти акции и проекты, то тут, конечно, и достижение воспитательных эффектов, элементарная работа, да, которую мы проводим для будущей социализации нашего подрастающего поколения, то участие в таких проектах, конечно же, рекомендуется ребятам с дошкольного возраста. Но при добровольчестве мы соблюдаем прежде всего уже с ребятами, которые готовы иметь отношение ценностное к происходящим событиям и организации этих событий в своей жизни, в жизни класса или в жизни школы и общества.
Надеюсь, мой ответ удовлетворил наших участников. И если есть еще вопросы, конечно же, задавайте, мы с удовольствием на них ответим. Что ж, работа нашего семинара продолжается. И сейчас я предлагаю слово Анастасии Павловне Ликановой. Анастасия Павловна – специалист по работе с молодежью Российского детского юношеского центра, региональный координатор Российского движения школьников. И Анастасия Павловна нам расскажет о тех федеральных проектах Российского движения школьников, которые направлены на развитие волонтерской деятельности в образовательных организациях именно нашего региона, именно Республики Коми. Анастасия Павловна, вам слово. Спасибо. Добрый день. Я бы, наверное, рассказала о федеральных проектах Российского движения школьников, не только регионального уровня, о которых рассказала Ольга Григорьевна, но и больше о федеральных. Российское движение школьников реализует и инициирует различные проекты федерального и регионального значения. Участвуя в проектах Российского движения школьников, у школьников формируется активная гражданская позиция и непосредственно развивается самостоятельность. Стимулом к тому, чтобы ребята участвовали в проектах Российского движения школьников или в различных других проектах волонтерской направленности, служит то, что бесплатно ребята могут выехать во всероссийские детские центры бесплатно на смены летние или в другое время года, на профильные смены, а также могут получить атрибутику Российского движения школьников. Один из проектов, который я бы хотела сегодня рассказать, это «Добро не уходит на каникулы». Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы». Реализация федерального проекта «Социальная активность», национального проекта «Образование». Данный проект – это возможность для каждого школьника волонтерского отряда заявить о себе на всю страну. Для этого необходимо просто подать заявку и выполнить тематические задания. Расскажу немножечко об истории, что этот проект у нас уже в российском движении не новый, у него есть уже большая история. И с 2019 года у нас в республике победителями стали 20 школьных отрядов Республики Коми, волонтерских школьных отрядов Республики Коми, которые получили грантовую поддержку в сумме от 100 до 300 тысяч рублей. И в сумме в республику привлекли 3,5 миллиона рублей. Таким образом, они получили эти деньги к себе на реализацию своих школьных проектов и закупку атрибутики, которая там нужна именно реализации тех проектов, которые они реализуют. Также в 2020 году, в прошлом году, у нас победил один отряд, это школа номер 5 города Инты, волонтерский отряд «Горячие сердца», который на свою деятельность выиграл 178 тысяч. И в этом году они реализовывают свой проект. В этом году у нас этот проект уже стартовал с 1 апреля, и подать заявки можно до 25 апреля, то есть у нас буквально остается 10 дней, чтобы подать заявки. В этом году у нас всего 4 номинации, если в прошлом году было 7 номинаций, очень много было проектов, то в этом году всего 4 номинации. Номинация направлена на заботу о животных, направлена на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, направлена на оказание помощи семьи, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также проекты направлены на проведение совместных мероприятий с благотворительными фондами и некоммерческими организациями. Участниками этого конкурса могут быть школьные добровольческие отряды в количестве от 4 человек в возрасте от 8 и до 17 лет под руководством куратора проекта. Добровольческие отряды в этом году также могут получить грантовую поддержку на реализацию своих проектов от 100 до 300 тысяч рублей. То есть до 25 апреля вы подаете заявку, после этого вы уже заполняете дальнейшие, получается, документы, и до конца года вы должны реализовать те проекты, которые вы, получается, подаете на этот всероссийский проект, на который получаете грант. Также я хотела рассказать о проектах экологической направленности, так как у нас в волонтерстве есть несколько направлений, одно из них – это экология. И у нас в Российском движении школьников есть российский проект «Экотренд», который под собой подразумевает 2 всероссийских проекта – это «На старт экоотряд» и «Экологическая культура». «На старт экоотряд» заключает в себе командный конкурс, то есть в котором принимает участие команда под руководством старшего вожатого или педагога-организатора, или педагога-наставника.
так скажем, и отряд должен быть именно экологической направленностью. То есть если у вас есть волонтерский отряд, есть ребята, которые занимаются непосредственно экологией, то можно с этими ребятами подаваться на этот проект. В чем заключается конкурс? Ребята подаются на проект и выполняют задания, которые им будут присылать на сайте в личном кабинете Российского движения школьников. Проект будет реализовываться до 15 мая, поэтому подать заявки тоже еще можно на сайте Российского движения школьников. По итогам выполненных заданий руководители экоотрядов загружают материалы на сайт Российского движения школьников, и экоотряды-победители получают памятные подарки от Российского движения школьников, а также попасть на итоговое мероприятие в городе Москва. В 2019 году у нас уже были победители конкурса на старт «Экоотряд». Это школьное лесничество школы номер 10 города Инты. Ребята вышли в финал и поехали на финальное мероприятие всероссийского конкурса в город Москва, где проходил сам непосредственно финал. Следующее – это экологическая культура. Экологическая культура – это не командный конкурс, это индивидуальный конкурс, где участники выполняют задания, которые им высылаются, и он проходит по сезонам, то есть это осень, зима, весна и лето. Сейчас у нас уже начался с 1 апреля весенний этап экологической культуры, и ждет нас еще летний этап. Весенний этап пройдет до 15 мая, то есть тоже можно еще подать заявку ребятам. Еще раз повторю, что это индивидуальный конкурс, то есть ребята участвуют без команды. В весеннем этапе участникам предстоит создать настольную игру на экологическую тематику из любого материала и в любом стиле и жанре. Что касается летнего этапа, он будет проходить с 1 по 15 июня, то есть это уже будут, наверное, каникулы у ребят. Участникам предстоит создать изобретение или творческий объект из неиспользуемого предмета быта, который должен приносить пользу окружающей среде или человеку. Вот в этих проектах ребята могут поучаствовать индивидуально, без команды. Следующий проект – это «Эко-дежурный по стране». «Эко-дежурный по стране» у нас совершенно новая акция. Акция, которую в прошлом году у нас запустили министр просвещения и директор Российского детско-юношеской нашей организации, Российского движения школьников. В прошлом году эта акция стартовала у нас от Калининграда до Владивостока. Наверное, вы даже могли увидеть кадры этой акции на Первом канале. Поэтому в этом году у нас эта акция будет проходить в 2 этапа. То есть первый этап у нас пройдет уже сейчас в апреле, начиная с 20 апреля по 30 апреля. И второй этап он пройдет с 10 сентября по 26 сентября. То есть сейчас уже можно поучаствовать в этой акции. В чем заключается акция? В том, что ребята вместе с родителями, с педагогами могут выйти и убрать территорию от мусора либо около школы, либо там памятные места какие-то, которые есть у вас в населенном вашем пункте, и провести это интересно. Это не просто прийти и убрать там листочки и мусор, а устроить это либо челлендж какой-то, либо это может быть флешмоб какой-то, в любой интересной форме. В прошлом году у нас ребята уже участвовали, получили сертификаты всероссийского уровня, и у нас было более 600 участников этой акции по всей Республике Коми. Также у нас есть комплекс мероприятий для начальной школы. Для начальной школы они совместно с педагогами, со своими педагоги регистрируются на это мероприятие, и они могут скачать с сайта Российского движения школьников готовые материалы, по которым могут провести классные часы у себя в классе вместе с детками. И тем самым заполнить анкету обратной связи и получить сертификаты участника мероприятий волонтерской направленности. Также у нас проходят акции, проекты не только на сайте Российского движения школьников, но и в группах ВКонтакте. Сегодня Ольга Григорьевна уже говорила, что у нас есть тематические группы ВКонтакте. Вот также у Российского движения школьников есть тематическая группа ВКонтакте экологической направленности. Можно зайти на нее, и там проходят ежедневно, еженедельно, ежемесячно различные прямые эфиры с экологами, квизы, викторины, конкурсы, акции, в которых ребята могут поучаствовать и индивидуально, и командно. Также у нас в Российском движении школьников есть такой формат, как всероссийские акции в формате Дней единых действий. Это привычные календарные нам даты, только
интересные, которые можно провести в интересном формате с ребятами. И Иртыш-Ак предлагает провести эти праздники интересно, в интересном формате, в новых форматах. То есть есть концепция, которую предлагает российское движение школьников, и по этой концепции можно провести непосредственно какой-то праздник или какую-то памятную дату у себя в школе, у себя в образовательной организации. После этого заполнить обратную связь, что вы провели то или иное мероприятие тоже на сайте Российского движения школьников, и получить сертификат участника федерального уровня. Также у нас на группе экологической направленности ВКонтакте можно посмотреть 2 видеокурса, которые есть для кураторов и есть общие для ребят. Если видеокурс для кураторов, он рассказывает об экологических отрядах и об экологических отрядах для специалистов в области окружающей среды. Общий для ребят и для педагогов, которые видеокурс, он помогает получить общие знания по экологической и природоохранной деятельности, представляет возможность получить новые навыки для эффективной деятельности в экологической сфере. Цель этого видеокурса – расширение и формирование новых знаний в сфере экологии для обучающихся педагогов, а также родителей обучающихся. На экране можно было бы увидеть, что у РДШ есть свой сайт Российского движения школьников. Его найти очень легко и просто. Набрать в поисковике 3 буквы РДШ, и вы сразу же переходите на сайт Российского движения школьников. И вот именно на этом сайте вы можете принять участие в проектах, в акциях, в конкурсах Российского движения школьников не только волонтерской экологической направленности, но и других направлений. Тем самым зарабатывать портфолио для ребят. Также у нас есть социальные сети и Инстаграм. В Инстаграм мы тоже выкладываем информацию, чтобы ребята о проектах знали больше и больше участвовали. У меня все. Спасибо. Анастасия Павловна, большое спасибо. Вот можно такой вопрос? Скажите, пожалуйста, а вот в Республике Коми, да, каким образом проявляется активность вот тех участников Российского движения школьников, да, по муниципалитетам, может быть, вот есть какие-то такие данные, интересные проекты, которые инициируются именно школами Республики Коми? Ну вот я говорила, что в Доброне уходят на каникулы, у нас участвовало более 20 проектов, которые получили грантовую поддержку. И в прошлом году то, что вот волонтерский отряд города Инки тоже у нас получил грантовую поддержку. Если говорить про проекты, которые вот командные и индивидуальной экологической направленности, то там тоже у нас есть победители. Тоже вот в 2019 году были победители, в прошлом году, к сожалению, у нас нет победителей, есть только участники этого конкурса, а в индивидуальных конкурсах, которые у нас есть в Российском движении школьников, ребята, если они побеждают, то они у нас уезжают на всероссийские мероприятия в город Москва, либо же это всероссийские центры. Вот. Здорово, замечательно. Спасибо огромное за ответ. Сейчас еще раз передам слово, секундочку, Ольга Григорьевна хочет добавить информацию, да, небольшую. Можно, да, мы немножечко подождем, у нас уже интернет связь. Сейчас Ольга Григорьевна выступит. Обратит наше пристальное внимание, уважаемые коллеги, на одну деталь. Коллеги, если бы я сегодня не рассказала об одном крутом совершенно проекте, я бы, наверное, не просила себе, что лишила вас уникальной возможности запомнить, услышать великолепные 2 слова «большая перемена». Поскольку я являюсь региональным куратором проекта Республики Коми, не могу об этом не сказать. Смотрите, у нас 28 марта в этом году стартовал 2-й этап всероссийского конкурса «Большая перемена». Если в прошлом году это был 1-й этап, первый сезон, и принимали участие ребята с 8 по 10 класс, 600 человек детей в финале получили по 1 миллиону рублей. Это 300 человек 8-9 класс и 300 человек ребята 10, которые уже 11 класс, до 5 баллов на ЕГЭ. Все финалисты получили возможность бесплатно съездить в Международный детский центр «Орленок». В этом году «Большая перемена» 3 дня стартовала с 26 по 28 марта. Сейчас вы
вы на экране видите сайт «Большая перемена». Пожалуйста, откройте, посмотрите, потому что если вы детям своим скажете о том, что в этом году зарегистрироваться на сайте «Большая перемена» и заявку подать на этот конкурс могут ребята уже с 5 класса. Не говорю сейчас про СПО, потому что 1, 2, 3 курс профобразовательных организаций тоже могут подать. Вот с 5 класса в этом году ребята могут подать заявку до 25 мая 5-7 класс, до 15 июня ребятки постарше. Младшие могут по итогу выиграть, получить до 300 тысяч рублей, старшенькие ребятки по 1 миллиону могут получить. Педагоги, наставники, если вы выступите наставником вашему ребенку, вы получите до 250, там 150-200 тысяч рублей. Школа, из которой победитель вышел, школа получает до 2 миллионов рублей. Если 2 миллиона в прошлом году получили 25 школ, то в этом году 2 миллиона получат 50 школ. Уникальнейшая возможность, и в том числе, если в прошлом году было 9 номинаций, называется «Вызовы», то в этом году 12, и среди 12 вызовов есть тоже номинация по добровольчеству, называется «Делай добро». Вот запомните, запишите, посмотрите, идите за успехом, за путевками в Орленок, за дополнительными баллами на ЕГЭ, за миллионами для ребенка, для себя и для школы. И всем желаю удачи, чтобы у нас было очень много победителей. И вот впервые в этом году дети 5-7 класса, они будут принимать участие в финале в июле во Всероссийском международном детском центре «Артек». А еще в сентябре поедут из Москвы в Владивосток на поезде со специальным маршрутом с остановками в больших городах. Это просто самый крутой, самый большой проект, самый масштабный проект для одаренных детей, в который есть добровольческая номинация. Спасибо большое. Группа ВКонтакте, можете тоже посмотреть, почти 400 с лишним тысяч человек. Каждый четверг публикуются посты с добровольческими инициативами, называется это «Добрая суббота». Сейчас уже тоже публикация есть, акция «Доброй субботы». Сделал, публиковал, получил баллы, и наш мир станет добрее. Это все по большой перемене. Спасибо. Спасибо огромное, Ольга Григорьевна, что есть такая возможность у наших коллег поучаствовать в интересном проекте, действительно выиграть грант и организовать такую акцию в своей школе, да, которая могла бы быть действительно яркой, полезной для именно продвижения волонтерского движения и тех идей, тех высоких идей, которые несут наши волонтеры. А сейчас слово предоставляется нашей опорной школе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия номер 2 города Инты, педагогу-организатору Наталье Сергеевне Шабалиной. Наталья Сергеевна нам сегодня расскажет о том, как же в их гимназии, в Интинской гимназии номер 2, волонтерская деятельность является механизмом сплочения классного коллектива, и представить свой опыт. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги, меня слышно? Вас хорошо слышно и видно? Замечательно. Все отлично. Меня зовут, еще раз представлюсь, Шабалина Наталья Сергеевна, я педагог-организатор гимназии номер 2. И сегодня я представлю вашему вниманию доклад на тему «Волонтерская деятельность как механизм сплочения классного коллектива». Развивающемуся обществу необходимы инициативные люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, конструктивностью, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема развития социальной активности молодежи. Помочь в реализации и решении данной проблемы, а также способствовать сплочению классного коллектива и как раз может волонтерская деятельность. Ведь одной из приоритетных задач классного руководителя является формирование способности учащихся реализовать свой потенциал в условиях современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции. И волонтерство в данном контексте выступает как инновационный воспитательный подход в обучении и воспитании школьников, являющийся одним из наиболее эффективных и целесообразных средств формирования у учащихся социального опыта, воспитания гуманности и морально-нравственных ценностей.
Волонтерство – это участие школьников в общественно полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Оно позволяет школьникам проявить такие качества, как внимание, забота, уважение, а также позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект и умение сопереживать. Школьное добровольчество помогает активизировать участие школьников в жизни общества, сформировать у молодежи бережное отношение к окружающей среде, повысить уровень сплоченности при решении социальных проблем, которые невозможно решить с помощью иных инструментов. Поэтому волонтерская деятельность в школе, она выступает эффективным механизмом организации досуговой и внеурочной деятельности. Хотела бы отметить, что несмотря на мой небольшой опыт работы классным руководителем, я работаю с октября 2020 года классным руководителем, именно волонтерство помогло мне, как молодому специалисту, разобраться во многих вопросах касаемо воспитания детей, сплочения коллектива. Я смогла за короткий срок узнать детей лучше, их интересы, склонности и хобби. Поэтому сейчас я бы хотела немного поподробнее остановиться как раз на нашем волонтерском отряде и рассказать об основных акциях и мероприятиях, реализованных с начала его становления. В гимназии действует волонтерский отряд Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения, отряд волонтеры-медики, здрайверы. Отряд организует мероприятия, посвященные здоровому образу жизни, а также ведет просветительскую деятельность в сфере охраны здоровья в школьной среде. В него входят учащиеся 6-11 классов. Отряд начал свою деятельность 7 ноября 2018 года. В основном в отряд входят у нас дети, которые желают поступить в медицинские вузы, или те, которые просто интересуются вопросами и темами здорового образа жизни. Работа отряда началась с патриотической игры «Юные защитники Отечества», где с драйверами была организована станция первой помощи. А уже с 10 ноября 2018 года школьный отряд волонтеров-медиков стал проводить в гимназии свои первые ознакомительные беседы с учащимися, профилактика гриппа и другие респираторные заболевания. Воспитательный потенциал волонтерства сквозь призму классного руководства реализуется с помощью различных акций, событий, проектов, занятий, классных часов, конкурсов, что способствует формированию и сплоченности коллектива класса. Волонтерство реализуется на внешкольном уровне с помощью следующих форм работы. Помощь, оказываемая школьниками-волонтерами пожилым людям, ветеранам, поздравление с праздниками, помощь по дому, либо просто общение. Также привлечение школьников-волонтеров к совместной работе с учреждением социальной сферы. Это центры социальной защиты населения и учреждения здравоохранения. Таксдрайверы, наш отряд, в течение месяца участвовал в акции от Центра занятости нашего города, которая проходила в рамках деятельности «Школа безопасности для граждан пожилого возраста и инвалидов» на тему «Вакцинация против гриппа и профилактика коронавирусной инфекции». Волонтеры распространяли информационный наглядный материал, предоставленный Министерством здравоохранения Республики Коми. Также участие волонтеров-медиков, здрайверы в акции по профилактике йододефицитных заболеваний. Акция называлась «Соль плюс йод, IQ сбережет». Привлечение внимания жителей города к йододефицитным заболеваниям. Участие школьников в согласии родителей или их законных представителей к сбору помощи для нуждающихся. Таксдрайверы организовали сбор корма для животных, а также сбор развивающих игр и памперсов для детей-инвалидов. Участие во всероссийском открытом уроке «Быстрее, выше, умнее» команды в режиме телемоста задавали друг другу вопросы о здоровом образе жизни. Также участие в межрегиональном онлайн-квизе по профилактике стоматологических заболеваний «На страже улыбки», которая была приурочена к Международному дню стоматолога. Из 88 участников со всех регионов страны наши здрайверы заняли 4-е место. И, конечно, хотелось бы нам еще отметить одно немаловажное событие. В октябре 2019 года здрайверы стали победителями всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» с проектом «Волонтерская школа «Импульс».
Вошли в 20-ку лучших отрядов Республики Коми и в топ-500 лучших отрядов России. Однако в современных реалиях жизни, в условиях новых санитарно-эпидемиологических требований, немного усложнилась работа волонтерской деятельности, но тот факт, что как раз я стала классным руководителем, мне очень помог в реализации данного гранта, а также в вовлечении учеников моего класса в волонтерскую деятельность. Нами были проведены следующие мероприятия. Создание календаря «Медики, герои Советского Союза». Вместе с волонтерами с помощью мозгового штурма мы определили формат и дизайн нашего будущего календаря, и сейчас я бы хотела немножечко продемонстрировать вам некоторые его страницы. Каким же образом вообще была организована у нас работа по календарю? После обсуждения и утверждения прототипа нашего календаря одни волонтеры работали у нас непосредственно с текстом, редактировали подбор материала, а уже другие волонтеры занимались дизайном страниц. Готовый продукт мы решили подарить некоторым волонтерам, ветеранам нашего города на Новый год. Электронный вариант календаря мы также планируем подарить в школы города, в которых на сегодняшний день также открылись и функционируют отряды волонтеров-медиков. И, естественно, мы хотим на 9 мая подарить готовый календарь нашим ветеранам. Акция «Уроки первой помощи» с привлечением медицинского работника, фельдшера Интинской городской больницы проводилось обучение первой помощи и сопровождение волонтерами медики данного мероприятия. Арт-терапия для школьников, видеоконференция «Я волонтер-медик», которая прошла совместно с нашими партнерами. Это представители волонтерской организации города «Соцветие добра» и с приглашенным фельдшером городской больницы, и с волонтерами-медиками из других школ нашего города. Теперь перейдем к мероприятиям, в которые вовлекаются волонтеры на гимназическом уровне. Участие школьников-волонтеров в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями гимназии. Так, например, волонтеры-медики подготовили небольшое видео «Кто такой спасатель?», а также задавали вопросы приглашенным гостям, сотрудникам отряда «Спаскоми». Мероприятие, проводимое в гимназии в рамках празднования Дня защитника Отечества «Один день в армии», где волонтерами-медиками с драйверами была организована одна из станций – полевой госпиталь. С большим интересом ребята подошли к организации данной станции. Совместно мы рассмотрели очень много вариантов различных заданий и выбрали самые подходящие и интересные. Так, для гимназистов волонтеры подготовили такие задания, как вставить в манекен правильно органы, наложить шину, обработать правильно рану, померить давление механическим тонометром. С помощью родителей нашего класса мы нашли старинную медицинскую атрибутику для организации выставки. Например, медицинский халат военных времен, глазную ванночку, старинный тонометр. Участие школьников-волонтеров в работе с младшими ребятами. Это проведение для них праздников, тематических вечеров и акций. Так волонтеры-медики провели всероссийскую акцию «На страже здоровья». Гигиена полости рта для учащихся первых классов. Это была театральная постановка. Ребята получили лучшую награду за проведенный урок. Это крепкие объятия и улыбки малышей. Участие школьников в работе на территории гимназии. Сюда входит экологический десант, это уборка пришкольной территории, а также участие в экологической акции «Покормите птиц зимой». Школьники-волонтеры, они сделали кормушки и всю зиму следили за наполнением их кормом. Помощь в проведении школьниками-волонтерами классных часов. Так, одной из тем классного часа была профессия педиатр. И в ходе занятия возникла идея у нас с ребятами создания видеопоздравления к Дню педиатра. И сейчас я хочу показать вам и продемонстрировать получившееся видеопоздравление, которое сделали ребята. Есть такая
детей любую погоду, учитесь домой, если малыш заболел. Любому ребенку вы найдете свой подход. В каждой своей аномалии найдете нужное слово. Педиатры – герои в белых халатах, которые всегда придут на помощь. В вашей профессиональной праздник хочется пожелать неиссякаемого запаса душевных сил, побольше счастливых, здоровых детей, награду за ваш труд. Я желаю вам деток маленьких, знаниями и любую победить. Счастья вам и добра мира вы несете мир, свет. Вам желаю вдохновения, добрых, красивых лет. Это подвиг и призвание души. Люди ценят почву. И малыши. День профессии. Вам успех и побед. Чтобы вы все были здоровы, никогда не знали бед. Вот такое видео поздравления у нас получилось вместе с ребятами. Волонтерская деятельность, она позволяет приобрести опыт организации, самостоятельной разработки и реализации практических социально значимых дел, мероприятий и проектов, увидеть реальный результат своей деятельности, развивать мыслительную деятельность, позволяет самостоятельно искать и выстраивать пути решения реализуемых проектов, а также позволяет развивать потребность у подрастающего поколения в общественно значимой деятельности. Как вы могли заметить из презентации, мы используем форму различной воспитательной работы, что позволяет ученикам лучше вникнуть в социальные практики. И закончить я бы снова хотела видео, которое было подготовлено также творческой группой волонтеров-медиков под моим руководством, которое, на мой взгляд, как раз и отражает наше понимание, кто же такой волонтер. Чтобы стать героем, только инициатива. Волонтеры не обязательно должно быть время, у них должно быть сердце. Даже маленькое дело может поменять мир. У нас разные лица, но одна душа. Спешите делать добрые дела. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием попробую на них ответить. Спасибо. Спасибо огромное, Наталья Сергеевна. Очень приятно было видеть ребят в вашей гимназии. И действительно, они так включены в процесс и с таким воодушевлением, огоньком в глазах читали вот эти строки для наших врачей. И здорово, замечательно, что когда вот есть возможность так увидеть действительно ту работу, от которой мы, педагоги, получаем, да, что называется, вот, профессиональную гордость, да, и когда мы видим результаты этой деятельности, то понимаем, что день прожит не зря, что называется, и вот такие моменты очень приятны в нашей работе. Спасибо вам огромное. Пока вопросов не поступило от наших коллег, я думаю, что вот да, есть комментарий о том, что отличная идея с видеопоздравлением. На самом деле, вот эти идеи, да,
почему мы сегодня говорим вот о российском движении школьников и о том, насколько можно подключать ребят к этой деятельности, каково разнообразие механизмов подключения. Потому что часто говорят педагоги о том, что ну вот у нас психолога нет, и живем там и там в глубинке, и возможностей-то никаких нет. На самом деле социальные партнеры, на которых мы можем выходить, с которыми мы можем сотрудничать, они ведь доступны в формате интернет, в формате онлайн-встреч через посредством интернет. И здесь, конечно, важна активность педагогов и личный пример педагогов для того, чтобы потом ребята показывали свой личный пример для своих одноклассников и своих подопечных, если это подшефные ребята, например, ученики начальной школы, где вот тоже волонтеры, как нам продемонстрировала ИТА, организуют для них интересные праздники, насыщают их жизнь событиями. А сейчас я бы хотела продолжить наш семинар, да, и в заключении вот все-таки обратиться еще раз к алгоритму процесса вовлечения обучающихся в волонтерское добровольческое движение. Обратите внимание, переключим, хорошо, что добровольческая деятельность – это прежде всего сочетание самых разных видов деятельности по содержанию, характеру, функциям, объему и масштабам, продолжительности и способам реализации. Важно, что у всех, их всех отличает информационный, неформальный, ненормативный характер, да, ненормированный характер, нормативный, понятно, извините, а живое деятельное участие, в котором отсутствует давление со стороны формализуемой технологии, жесткой организационной структуры и нон-профессиональной иерархии. Да? То есть мы говорим вот о том огоньке, который в глазах детей, да, светится, чтобы вот основа все-таки была добровольческой. И тот личный пример педагога, который демонстрирует на местах наши педагоги-организаторы и учителя-предметники, они, конечно, вдохновляют ребят. Интерес к пониманию мотивов добровольческой волонтерской деятельности проявляют многие гуманитарные науки. У каждого свой вариант ответа, что же это такое. Философы и историки полагают, что побудительными мотивами движения выступают милосердие, альтруизм, сострадание, жертвенность. Социологи в качестве доминанта выделяют мотивы стремления к общественному признанию и улучшению имиджевой самооценки. В социальной психологии отмечается альтруистическая мотивация субъектов движения, а также трактовка добровольческого межличностного взаимодействия как особой гуманитарной сделки. Определенный подход согласуется с проявлением спонтанного эмоционально окрашенного порыва и помощи по зову души и сердца. К числу наиболее распространенных мотивов, причин обращения к добровольческой деятельности разных людей ученые обычно относят личные отношения. Человек, принимающий решение о благотворительности, сам когда-то сталкивался с проблемой. Религиозные мотивы, морально-нравственные, милосердие, альтруизм, гражданская позиция, патриотизм, выраженные в формуле «могу поделиться», симпатию или жалость, чувство вины перед обществом за свою деятельность, моду, следование чужому примеру, национальные и профессиональные причины, личное удовлетворение от благотворительного поступка, настойчивость просителя. То есть мотивы могут быть разные. Вот мы все-таки стремимся к тем высоким целям, которые достигаются благодаря участию обучающихся в добровольческой деятельности. В качестве эффективных методов достижения социально-педагогических идей подготовки юных добровольцев, волонтеров в условиях общеобразовательной организации, как правило, выступают следующие. Это деловые игры, как способ определения оптимального решения социально-экономических, управленческих и иных задач путем имитации или моделирования реальной ситуации и правил поведения участников. Обычно во время деловой игры участников знакомят с целями, задачами и условиями игры. Инструктаж порядка проведения игры демонстрирует разделение участников на несколько ролевых групп, анализ, оценка процесса результатов игры. Да? То есть вот эти методы, они эффективны именно для того, чтобы педагогические идеи ваши реализовались для подготовки юных добровольцев. Также используется такой метод, как инструктирование. Инструктирование – мягкий способ организационного воздействия, заключающийся в разъяснении обстановки, задач, возможных трудностей и последствий неправомерных действий человека при достижении от возможных ошибок.
Обычно инструктирование принимает форму консультационной, информационной и методической помощи человеку, направленной на защиту его прав и свобод. Эффективным методом также является кейс-метод или метод ситуации, техника обучения решению проблем, использующая описание реальных экономических, производственных, социальных ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, предложенную, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшие из них. Различают полевые ситуации, основанные на реальном фактическом материале, и вымышленные кейсы. Да? То есть, если мы говорим о тех событиях, которые иллюстрируют страницы истории Российской Федерации, Республики Коми, да, какие-то события, связанные с печальными датами для нашей страны. Да? То есть вот здесь мы, конечно, предлагаем ситуации, которые ребята разбирают и приходят к определенному выводу, который заставляет действительно наделять наших ребят тем отношением, ценностным отношением, да, к происходящему. Ну, в частности, у нас недавно была дата печального события, была дата грандиозного события, да, первого полета в космос, да, и вот у нас многие классные руководители предложили интересные, насыщенные классные часы, да. Ожидается печальная дата по поводу взрыва на Чернобыльской АЭС, да, и вот те же самые ребята могут просмотреть какие-то отрывки из кинофильмов, из документальных фильмов, и вот эти ситуации разобрать и прийти к определенному выводу, потому что очень важно, чтобы эмоционально ребята были включены в те проблемы, которые касаются человечества и их близких, и, возможно, да, в какой-то ситуации, чтобы они сопереживали тем сложностям, которые испытывает человечество. Рабочий инструктаж. Один из методов – это практика обучения добровольцев на рабочем месте, состоящая из следующих этапов: подготовка преподавателей, обучающихся прохождению обучения, объяснение и демонстрация процесса выполнения определенного вида социальной деятельности преподавателем, закрепление знаний и умений на рабочем месте, подведение итогов процесса обучения. Это если мы говорим о уже готовой деятельности волонтерской, да, когда мы волонтера готовим, и он должен обладать некими компетенциями для того, чтобы вести за собой других ребят. Социально-психологический тренинг – также эффективный метод. Это область практической психологии, ориентированная на использование активных методов групповой психологической работы с целью развития добровольцев компетентности в общении с клиентами. Да? Ну, с клиентами, то есть, понятно, с теми, кто за ними идет. Тех ребят, которых они призывают и ориентируют на высокие цели. Базовыми методами социально-психологического тренинга является групповая дискуссия, ролевая игра в различных модификациях и сочетаниях. Основной контингент участников социально-психологического тренинга составляют группы добровольцев, предполагающих в своей деятельности интенсивное общение, а также испытывающих трудности в сфере межличностных контактов. Ну и наивысшая, да, такая форма активного метода – это тренинг. Это систематическая тренировка или совершенствование определенных профессиональных навыков и соответствующего поведения участников тренинга. Различаются тренинг делового общения, перцептивный тренинг, поведенческий тренинг, тренинг социальной чувствительности, ролевой тренинг. Да? Тут, конечно, важно подключать педагога-психолога с участием педагога-организатора, да, чтобы ребята в разных формах могли обмениваться опытом, да, и приобретать вот этот ценностный, так скажем, аспект. Да? Потом мы проектируем и создаем необходимые достаточные условия для достижения этих самых целей и о нескольких направлениях. Так, хорошо, продолжаем. Да? Там у некоторых слушателей пропал звук.
Надеюсь, что все будет в порядке, я постараюсь говорить громче. Итак, далее мы проектируем, создаем необходимые достаточные условия для достижения целей и подцелей. Да, если мы говорим о волонтерской деятельности, то она включает в себя ряд направлений, а также разрабатываем критерии измерения результатов деятельности, то есть те диагностические процедуры, которые мы включаем в процесс отслеживания результатов и динамики, желательно положительной динамики нашей деятельности воспитательной. Ну и четвертый этап – это разработка организационно-методического и психолого-педагогического инструментария управления процессом деятельности добровольчества в рамках направления или их интеграции. Да? То есть вот это та система, которая работает для организации добровольческой и волонтерской деятельности в вашей школе. Далее, посмотрите, на что мы обращаем внимание, да? Что добровольческое объединение, да, оно выступает именно от ребят, да, то есть очень важно, чтобы ребята проявили инициативу, которую умело взрослые могли бы поддержать. Получается, что в роли организаторами добровольческой деятельности могут выступать и органы ученического самоуправления, и сами обучающиеся, а также педагоги. А содержание деятельности добровольческого центра или отряда, да, как они формируются на базе общеобразовательной организации или образовательной организации вашего учреждения, определяется инициативой участников. Основные направления деятельности уже сегодня были озвучены, вот вы можете на них еще раз обратить внимание. Это, конечно, реализация проектов, программ, акций, призванных актуализировать приоритетные направления волонтерской деятельности. Говоря об акциях, да, вот те акции общероссийские, которые существуют и которые инициирует российское движение школьников в том числе и поддерживают другие волонтерские движения, очень важно, да, также поддержать в образовательных организациях. И это не обязательно может быть только общеобразовательная организация, профессиональная какая-то организация. Да? В тех же самых дошкольных образовательных учреждениях с умелой подачей воспитателей и педагогов, да, можно организовать акции совместно с родителями, да, подключая, так сказать, ресурсы вот, тех основных партнеров воспитательной деятельности, которые у нас, которые с нами сотрудничают и которые, собственно, обеспечивают вот это вот ценностное взаимодействие, да, и уровень отношений к происходящему в стране, в мире, да, очень важно. Я думаю, что вы обратите внимание, да, на эти направления также. И, в общем-то, подводим мы итог алгоритма увлечения обучающихся добровольчества. Да. Первый шаг, ну вот о нем мы тоже сегодня услышали, и нам об этом рассказала в том числе Елена Викторовна, это выявление интересов школьников. С этого мы начинаем. Да. Ну, методы используются самые разные. Это опросы, беседы, психологическая диагностика. Да, когда мы выясняем, что же волнует наших ребят, обучающихся, какие действительно темы, может быть, экология, может быть, помощи братьям нашим меньше, организация работы с пожилыми людьми, да, то есть, может быть, курирование какого-то детского дома и детей, оставшихся без попечения родителей и являющихся сиротами. Ребята ваши способные хотят поддержать. То есть мы все-таки эту почву зондируем, да, и уже подхватываем те идеи, которые идут от ребят, и организуем соответствующую работу. Далее. Это второй шаг, знакомство с социально значимыми проблемами. Да? То есть вот на проблемы мы вышли, потом мы расширяем кругозор наших ребят и говорим о том, какие существуют еще в мире проблемы. То есть какими методами мы можем это достичь. То есть проведение тех же самых уроков добра, классных часов или экскурсий, внеурочной деятельности, дополнительные какие-то программы, да, которые у вас реализуются в общеобразовательной организации. И важно, чтобы эти уроки добра проводились именно добровольцами, волонтерами, то есть когда равный зажигает равного, да, то есть повествование и, так скажем, опыт ровесника для тебя всегда ближе. Поэтому мы, конечно же, опираемся на тех инициативных, ярких и активных ребят, которые способны за собой увлечь
действительно в ту деятельность, которая станет полезной для общества и для школы в целом. На таких уроках затрагиваются социально значимые проблемы общества, да, то есть и рассказывается о добровольчестве, добровольческих акциях, имеющихся организациях, которые существуют и организуют и реализуют такие интересные проекты, которые действительно имеют результатом добрые, благие цели. Вот. И такой полученный опыт, да, потом распространяется среди других ребят. Какими средствами можно это достичь? В виде лекторий, посвященной теме добровольчества в России и за рубежом. В частности, вот нам Ольга Григорьевна ярко продемонстрировала те источники, где мы можем, собственно, взять материал и использовать его в своей работе с нашими подопечными в классе. Это дискуссии, круглые столы по приоритетным добровольческим волонтерским практикам, наиболее актуальным социальным темам. Далее это викторины, социально значимые темы, такие как экология, здоровье, семья, распространенные заболевания и другие. Да? А также это конкурсы, поделок, эссе, проекты, посвященные жизни общества, тем, возникающим в окружающей действительности. То есть здесь важно, конечно, вот этот интерес или какую-то ситуацию, которая вдруг вот случилась и имеет общественный резонанс, подхватить и в правильном русле, да, дать материал нашим ребятам, затрагивая их эмоции, да, именно взывающие к милосердию, к состраданию, к помощи, к желанию того, чтобы у ребят появилась необходимость помогать другим, убирать за собой мусор, вот как нам, да, продемонстрировала ролик коллега из ИНТы, да, то есть вот, чтобы этот внутренний мотив, внутренний стимул у наших ребят появился. Ну, если говорить об предложенных, да, предложенных акциях и проектах, то мы видим, что они как бы именно подталкивают и направляют нас в наших общеобразовательных организациях к тому, чтобы мы эту работу организовали систематически. Ну и третий шаг – это, конечно, увеличение решения социально значимых задач современности. Да? Но тут уже у нас и уровень тех форм работы, который существует, отражает именно деятельностное отношение. Да? То есть это ролевые интерактивные игры, которые педагоги и школьники-добровольцы проводят на уроках уже обществознания, ОБЖ, биологии, географии в неучебное время и в рамках дней тематических, а также акциях, которые организовываются в школе. Квесты или кейс-методы, да, то есть хорошо, если их организуют школьники-добровольцы и привлеченные студенты-добровольцы для семей и классных коллективов, да, тут очень важно подключать еще и родителей, создавать такую общность и события, которое разделяло бы, так скажем, вся школа, да. Деловые интерактивные упражнения, игры на тему энергосбережения, семейный бюджет, организация события и так далее. Да? То есть, когда у нас организуются тематические недели, декады в школе, и мы привлекаем также наших добровольцев и волонтеров к тому, чтобы в разрезе какой-то темы или каких-то событий также организовывать интересные проекты и акции, выходя на третий уровень результатов. Да? Что ж, можно подвести итоги, да, что тот опыт, который нам предлагает российское движение школьников, да, он все-таки полезен именно в том разрезе, что эта система уже слаженная, с возможностью привлечения грантов, да, которые можно реализовать так или иначе уже в любой общеобразовательной организации Российской Федерации, да, и таким образом можно проявлять инициативу уже в продвижению своих проектов, своей общеобразовательной организации. Добровольческая волонтерская деятельность в школе является важным ресурсом для реализации программы воспитания, да, о которой мы много говорим и к реализации которой мы приступим с 1 сентября 2021 года. И здесь важно использовать новые форматы реализации детской инициативы, а также следовать общероссийским образовательным трендам. А данные тренды нам предлагает российское движение школьников. Что уже готовые программы, которые реализуются в ваших школах, уважаемые коллеги. И я думаю, что вот эта активность, которую мы проявляем, и то, что к программе воспитания уже привязан план, да, российского движения школьников, тоже замечательный повод
для того, чтобы обратиться и к программам, и тем ресурсам, которые сегодня демонстрировала нам Елена Викторовна, чтобы подключиться, поучаствовать и выйти на действительно важный результат волонтерской добровольческой деятельности вашей образовательной организации. На этом я прощаюсь с вами, уважаемые коллеги. Благодарю за внимание. Пожалуйста, задавайте вопросы. Я надеюсь, меня было слышно. И на ваши вопросы мы обязательно ответим. Если нужно переадресовать вопросы нашим федеральным экспертам, мы также с удовольствием к ним обратимся с вопросами и разместим их ответы в чате на портале для классных руководителей, всю необходимую информацию. Спасибо огромное. Я надеюсь, наш семинар был полезен для вас и действительно вдохновил на работу именно в направлении организации добровольческой волонтерской деятельности вашей образовательной организации и к тому, чтобы вы этим опытом с нами делились. И действительно будет здорово узнать о том, как реализовался проект, который вы у себя организовали, и на какой результат вышла именно ваша общеобразовательная организация. Спасибо, всего доброго, до новых встреч, до свидания. Всем успехов профессиональных и радостных событий в жизни класса и школы.